сегодняшний момент, пока мы подали, количество в размере 300 путевок. Не знаю, какое количество окончательно будет подтверждено, но тем не менее списки комиссии по отбору ребят уже созданы. Мы надеемся, что туда попадут как раз ребята, которые там хорошо учатся, хорошо занимаются там, и являются активными там, в спорте, там, в творчестве, в учебе. Вместе, конечно, мы не оставим без внимания где ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями. Да. Пока вот идет формирование этих списков. Что касается летнего отдыха, да, министр образования говорил о том, что будет политика на стационарном лагерях, чтобы... Ну, мы эту политику уже не первый год проводим, да, чтобы все-таки замещать наши летние лагеря, которые находятся на базе школ, именно загородными лагерями, потому что это является полноценным отдыхом, на наш взгляд, нежели проведение там полдня на территории той школы в течение года, где ребята занимались. Но все равно это такая вынужденная мера, тем не менее, которая сохраняется, я имею в виду школу, потому что практически все лагеря, которые на сегодняшний момент есть, они собственниками их является муниципальное образование. И поэтому на сегодняшний момент, конечно, у них сложная, там, в том числе финансовая ситуация в районах. Поэтому нет такой возможности для расширения. Основная наша сейчас еще задача стоит в том, чтобы все-таки улучшить условия пребывания ребят. То есть это наше обязательное требование на сегодня, чтобы была горячая вода, чтобы ребята могли там, в любую погоду, там, в холодную, в теплую, да, иметь в доступе горячее водоснабжение. Мы обновляем кровати, мебель, обеспечиваем библиотечный фонд. На сегодняшний момент строятся новые там, душевые, ванны, где-то бани. Ну, хотим все-таки эти условия, которые на сегодняшний момент улучшить, да, благоустроить. Но у нас планируется все-таки, да, и вот в том числе и в Кижингинском районе строительство лагеря КЖНГ, которое в следующем году, я надеюсь, мы запустим. В Тункинском районе планируется строительство нового лагеря, в Бургузинском районе. Ну, я надеюсь, вот эти проекты, ну, в том числе и при нашей поддержке, найдут свое отражение, да, в бюджетах и будут построены в следующем году. Мы знаем, что вы руководитель детской и оздоровительной компании республики. Вот сколько в этом году, в этом сезоне, сколько будет все-таки таких площадок, лагерей? Ну, вообще, в целом охватываемость по республике 90%. То есть это вот очень хороший показатель. Но опять же, я говорю, с учетом наших школьных площадок, которые летом отмечаются. Ну и практически процентов только лишь 20 детей у нас отдыхают в стационарных детских лагерях. Ну, основные цифры, я думаю, что мы представим. Да, Владимир. По количеству ребят, которые отдыхают в стационарных детских лагерях, которые у нас проходят отдых при школах. Естественно, уже еще отправляются за пределы республики Бурятии. Это Орленок и Океан. И даже и в Монголию отправляются. Я помню. То есть, Мейрамдал, да? Да, Мейрамдал, да. То, что касается наших российских лагерей, путевка полностью она оплачивается государством, да, и на плечи родителей только лишь относятся как транспортные расходы. Но должен отметить, что это достаточно очень популярная путевка. И на сегодняшний момент даже существует очередь на отправку ребят, вот даже при этих условиях, за пределы республики. Те лагеря, которые я сказал. За пределы республики какие дети могут поехать? Ну, это любые дети, в принципе, те дети, родители которых имеют возможность обеспечить транспорт. Полностью оплачивается родителями, да? Да. Нет, родителям оплачивается только лишь дорога, а сама путевка, то есть пребывание в течение 21 дня, она оплачивается государством. Она бесплатно, сами путевки бесплатно. Говорить о поступлении в вузы, местные наши вузы, вот сколько бюджетов местных планируется, какие специальности в основном?
Ну, мы непосредственно могу сказать по БГУ, чем основная наша задача все-таки это обеспечение кадрами здравоохранения, потому что, как вы знаете, заработная плата у нас выросла на сегодняшний момент, у нас строятся новые ФАПы, у нас очень высокий процент совмещения в здравоохранении, это практически там 1,3, даже порой и свыше. И поэтому обеспечение кадрами медицины для нас одно из приоритетных. Вот у нас в связи с тем, что у нас открылся уже институт медицинский при БГУ, на сегодняшний момент у нас порядка 117 мест, которые обеспечатся и в которых будут обучаться наши ребята. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что в этом году мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы увеличилось количество бюджетных мест по технические специальности и по точным наукам, по математике, по физике. Но эти квоты выделяются в Министерство образования Российской Федерации, поэтому мы соответствующие заявки отправили, мы ждем их реакции. Первый звонок. Добрый день. Так, у моего сына, да, 2 детей. Так, они стали якобы в очередь, детский сад. Уже второго идет уже 2 года, следующий, третьему 7 месяцев. Они когда вообще достигнут этого садика, очередь-то когда? Вот как можно ожидать? Они где, в городе или в районе? В городе, конечно, на Молдавии. А 44 квартире прописаны жилье, 44 все прописаны. Понял. Вот когда они достигнут? Ясно. Снежана Дадовна, это Матханов Владимир Эдуардович. Значит, на сегодняшний момент, на самом деле, самая большая проблема у нас в городе Улан-Удэ. Порядка 10 тысяч людей находятся в очереди. И у нас принята программа, и в том числе на федеральном уровне, и в соответствии с исполнением указов президента Российской Федерации, мы должны к 2016 году ликвидировать очередность. Для этого в том числе выделяется, в прошлом году у нас для республики было выделено 641 миллион рублей, в этом году у нас выделено из федерального бюджета, к сожалению, меньше 414 миллионов рублей, и свыше... Я надеюсь, что он... Это значит, долго ждать надо, да? Ну, у нас программа, и поэтому очередность большая, но к 2016 году эту очередность муниципальные образования должны ликвидировать. Что? Тогда к этому году, второму ребенку будет уже 4 года. Понимаете? А тому другому, да? Значит, не жди, да? Ну, я вас понял. к 2016 году только, да, к сожалению, не можем. Извините, спасибо. Да, ничего. Да как у вас программа? Ага. Сердитый. Для учителей, выпускников будут какие-то такие программы, как земский доктор на местах? Ну, пока не планируется. Нет. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Это с вами говорит Досторонова Надежда Галстановна. Очень приятно. Центра народного творчества. Я хочу задать вопрос Владимиру Эдуардовичу. Да, слушаю. Добрый день. Можно, да? Да-да. Алло. Надежда Галстановна, добрый день. Это Матханов Владимир Эдуардович. Слушаю вас. Владимир Эдуардович, я знаете, какой хотела задать вопрос? Вот сейчас наша сельская культура занимается разрушением того, что они создавали на протяжении последнего десятилетия. То есть была задача перед ними поставлена, чтобы они создавали юридические лица для того, чтобы учреждение культуры имело своего хозяина, менеджера, который бы считал свои деньги, умел зарабатывать их. Но мы кое-как к этому вроде бы пришли. У нас созданы юридические лица. А сейчас вот это все собирается быть разрушенным, потому что полномочия поселения передаются на районный уровень. Понимаете, это может в Белгородской области, где очень маленькая территория. Можно, чтобы заведующий отделом культуры района мог руководить работой учреждений культуры одного из
Да. 190 километров до Керембы и туда 90 километров до Ульдурги. Вот 280 километров протяжен, как в таких условиях может заведующий отделом культуры управлять работой Дома культуры, который находится в стороне 200 километров. Поэтому есть опыт наших соседей Иркутска. У них ассоциация руководителей муниципальных образований Иркутской области, они отказались от передачи полномочий на районный уровень, считая это нецелесообразным. Я вот специально запросила у них вот этот документ, они мне его прислали. Поэтому, Владимир Эдуардович, да. Я думаю, что это неправильно передавать полномочия. Мы должны учить людей работать, отвечать за свои поступки, за свои действия. А потом у главы поселения одно из ключевых полномочий мы у него забираем. Мы вообще в кого превращаем глав поселений? Я разговаривала с главой поселения Кутарасамона, Анна Александровна Серебренникова. Она очень недовольна этим. Они хотят забрали полномочия на район. А она осталась без ничего. Поэтому, Владимир Эдуардович, давайте мы хорошо подумаем и найдем оптимальное решение. Они столько много энергии потратили на то, чтобы все это психологический барьер они преодолели. А сейчас опять они будут смотреть разинув рот на заведующего отделом культуры. Понял, Надежда Гасан? Вот такой у меня вопрос, такая просьба. Понял. Но я думаю, что в ответ что единственное могу прокомментировать. Надежда Гасан, я всегда готов с вами работать и выслушивать, да, вас. Но тот посыл, который дает Министерство культуры, насколько я понимаю, он тоже в том числе вызван пожеланием поселковых советов, потому что у них не везде хватает средств. Но это не должно быть, как говорится, сплошным. Я думаю, что здесь все-таки как-то точно действует. Там, где, допустим, муниципальное поселок и руководство поселка готово работать самостоятельно в форме автономного или какого-то юридического лица, там нужно такой формат сохранить. А если где они отказываются самостоятельно в связи с отсутствием денежных средств, тогда, конечно, наверное, это уже неизбежно переводить под районное управление и работать в формате, чтобы можно было и маневрировать и фондами какими-то, проведением мероприятий и так далее. Понимаете, мы у глав поселения забираем вообще всю инициативу. Мы сейчас с них не можем спросить, почему они не участвуют в грантовых проектах. Мы не можем с них спросить за это. Скажут, передали полномочия, пусть они там и думают за нас. Владимир Эдуардович, да. Я понимаю, почему Тимур Габашевич хочет передать на районный уровень. Вроде бы как отследить за прохождением наших отраслевых средств. Да. На районном уровне легче за ними проследить. Да. А я сколько говорю Минфину, давайте мы когда-нибудь возьмемся за этих глав поселений, которые средства, потраченные на другие цели, отражают в отчете, что они направляются на культуру. Давайте мы за это возьмемся. У нас таких полномочий нет. А если бы какую-то такую прямо четкую кампанию провести, проверить, потому что действительно они держат ветеринаров за счет культуры. Только поэтому я думаю, что наши работники учреждений культуры страдают. Понял. То есть я с высоты своего опыта, я думаю, что нам бы надо было. Понял, Надежда. Хорошо, давайте еще. Давайте мы поедем, посмотрим. Давайте. Я думаю, что надо организовать выезд и непосредственно на месте уже это вопрос рассмотреть, в том числе и с Министерством культуры. Договорились, все, Надежда Гаслановна. Все, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго. Моя дочь в этом году заканчивает 1 класс, и по инициативе классного руководителя у нас записана пришкольный лагерь, пришкольный участок, и она у нас будет ходить первый сезон в июне. Мы получили путевку. И как я поняла, я звонила в Министерство образования, республиканский бюджет берет на себя затраты на питание моего ребенка. Она там 2000 с лишним рублей.
У меня такой вопрос. Ну, ребенок у меня пока маленький, как бы мы ограничились вот детской площадкой, да, школьной. А вот когда она вырастет, вот куда надо обращаться, чтобы, ну, ребенок отдохнул летом в другом, ну, в лагере таком, ну, школьном, не в школьном, а в оздоровительном. Да. И какую часть затрат берет на себя, ну, правительство? Ясно. Ну, непосредственно все вопросы у нас координирует Министерство образования. Это ежегодно. И с учетом вот ситуации уже у нас ежегодно компенсируется порядка 70% от стоимости путевки. Ну, она на сегодняшний момент порядка там 11 тысяч рублей. 70% компенсируется, если вы относитесь к группе бюджетников, работают в бюджетной, там, социальной сфере. Вот порядка вот этой суммы компенсируется от государства, от Республики Бурятия непосредственно. Так что в следующем году приходите, пожалуйста, я думаю, что рассмотрим в том числе и вашу заявку. Я должна обратиться в наш районный отдел народного образования, да? Или... Я думаю, что да, конечно. Ага, по месту жительства, да? Конечно, да, в район, да. Хорошо. А 30% какую-то часть несут родители, да? Да, конечно. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Мы сейчас ведем все-таки политику, чтобы увеличить количество сезонов. В идеале, конечно, было годичное. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Эдуардович. Да, я. Я Марина Геннадьевна, директор Центра дополнительного образования в городе Гусь-Надежске. Очень приятно. Айганга, наш центр. Слушаю вас. У меня такой вопрос. Вот мы уже несколько лет являемся опытной экспериментальной площадкой по развитию детской прессы в нашем Селендинском районе. Имеем определенный опыт работы, имеем результаты. И вот для оперативного освещения актуальных проблем детства, для того, чтобы детей привлечь к этому роду деятельности, журналистской, имеется в виду, для развития коммуникативных качеств детей, подростков, для раскрытия своего «я», мы считаем, необходима была бы мини-типография. Скажите, пожалуйста, как можно... Но у нас... Еще раз. Я понял. Значит, у нас, конечно, не можем осуществить напрямую финансирование только вашего центра, потому что, ну, в принципе, это не единственный пример, да, вот, детской журналистики у нас в Республике Бурятия. Но у нас проводят постоянно, разыгрывают конкурсы и гранты. Это занимается у нас администрация главы Республики Бурятия. У нас есть гранты Министерства социальной защиты Республики Бурятия, Министерства образования, в частности, там комитет по молодежной политике. Я думаю, что если у вас достаточный опыт работы в этом, и если у вас достаточное количество детей, охвачены вот непосредственно привлечением вот к этой работе, я думаю, что у все есть шанс для того, чтобы и победить в этом конкурсе. Но там в грантах представляет сумму не более там 300 тысяч рублей, я могу сразу ограничить. Я не знаю, сколько стоит типография. Ну, она около миллиона. Ну, вот миллион-то, наверное, многовато. Это же надо искать спонсорскую помощь. До 300 рублей можем оказать содействие. Хорошо? Ясно. Ладно, всего доброго. До свидания. Это следующий, да? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Владимир Эдуардович? Да, это я. Здравствуйте. С вами говорит пенсионерка. Я бы хотела вам задать вопрос. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Александровна. Очень приятно. Слушаю вас, Ольга Да, Александровна. вы знаете, меня волнует вопрос. Мои все старшие сестры, они дети войны. И были в очень трудных условиях жили. Как быть вот дети? Что такое 300 рублей? А вот те, которые как инвалиды и плюс ветераны труда, у них эти 300 рублей отбирают. Ну, я понимаю, да, то есть... Что это? Потому что 300 рублей будут давать только бомжам или кому будут давать-то? Ясно. Ну, вы знаете, у нас достаточно, вот эта тема принятия законопроекта «Дети войны» у нас достаточно прошел бурное обсуждение. Да-да. И буквально вот весной этого года данный закон был принят.
Да, я согласен, что 300 рублей, те, которые на сегодняшний момент выделяются, это не та большая... Пусть это даже будет та же сумма, но Да. чтобы всем давали, не обязательно вот, которые, ну и они тоже заслужили, они заслужили, что они ветераны труда, а сегодня она инвалид, и она не будет этих 300 рублей получать. Но- Сказали, будто бы кто инвалиды и кто ветераны труда, им давай даже не думайте об этих 300 рублях. Ну да, кто имеет иные льготы и пособия, да, они, конечно, на сегодняшний момент... Учитываются у вас. Да, они как раз не учитываются при выделении этих денежных средств. То есть, значит, они получать не будут, да? На сегодняшний момент, да, но мы рассматриваем, в любом случае, мы понимаем, что это же очень тяжело шел этот законопроект, как говорится, беда лиха, беда начала. Я думаю, что в дальнейшем мы будем стараться... Вы, конечно, молоды, мы гордимся вами, что вы у нас зампред Совмина, что и так далее, но мы бы хотели бы, чтобы вы все-таки подняли этот вопрос. У вас очень высокий уровень ваших братьев, и эти дети, которые пострадали тоже во время войны, и родители погибали их, и они сейчас инвалиды, и плюс они не будут даже эти 300 рублей получать. Вот за это обидно. В Германии дают всем. Понял, Ольга Александровна, будем поднимать вопрос. Хорошо, всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Горячая Песня, да? Да, слушаем вас. Как вас зовут? Это звонят из Кабанского района, Елизовой, город Бабушкин. А вот мы хотели узнать, мы пенсионеры, тут рядом есть Клюевский социально-реабилитационный центр детский, можно там взять под опеку ребенка? Ну, конечно. Мы вот, ну скажем, мы пенсионеры, но мы еще работоспособны и работаем. Давайте, вы можете выйти на мою приемную, телефон моей приемной 21 33 47. Хорошо. Алла Владимировна, мы окажем вам содействие в оформлении документов, в перечне документов, переговорим с органами опеки Кабанского района. Если на самом деле все юридические вот эти оформления бумаг возьмем на себя, если вы соответствуете, да, если нет иных там противопоказаний каких-то там по болезни там, и так далее, есть возможность у вас, мы будем только лишь приветствовать. То есть возраст не ограничен для опекунов, да? Не, ну конечно, есть там ограничения по возрасту, но если состояние здоровья... В конкретном случае... Конечно. Ну вы же поймите тоже, это судьба ребенка, мы отвечаем за него. Хорошо. 21 33 47. Да. Ага. Звоните, пожалуйста. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Еще волнует вопрос, вот как без вести пропавших, вот есть программа у нас какая-то, как поиски. Есть, конечно, у нас Министерство образования, у нас есть отряд. Куда можно обращаться? Рысь у нас, да, по-моему. Куда можно обращаться конкретно из района, допустим, подать заявку? Нет, ну это обычно вначале подается информация вся в архив Министерства обороны. Это такая традиционная форма. Через военкоматы, да, обращаются. Потому что вот и поисковый отряд «Рысь», оно больше в Подольске работает, там большие захоронения. И там идет наша сибирская дивизия как раз воевала. Конечно, много наших земляков там. Ну, там есть архив, тоже говорят, один из больших подольских. Это как раз военный архив, да, расположен в Подольске сам, да. Может, Министерство образования тоже обратиться, в принципе, параллельно. Просто они знают уже, просто отработано, да? Да. Они нынче работали в архиве, да. я знала, они там. А вы координаты нам дадите? Конечно. Телефон? Да. И есть сайт, прям, по-моему, архива, где прям и фамилия указывается. Сейчас понимаю. Там актуализируют постоянно информацию о тех, которые найдены, да, российский сайт. Да, прям. Там можно забивать данные даже. Да. И они, если есть у них эти данные, там могут выйти какие-то. Надо на сайт уже найти. Тоже дайте прямо адрес сайта. Я найду тоже. В сельской школе нет учителей по рисованию, там, узких, ну, не говоря о физике и так далее. Как вот быть? И второй вопрос — профессиональное образование. Ну, планируется и программа по улучшению материальной базы училищ, колледжей,
Сейчас учились колледж и технику. Ну, они технику, среднюю. У нас есть такая программа? Ну, конечно, у нас постоянно идет. То есть она закладывается в бюджет непосредственно. Плюс еще те средства на сегодняшний момент же все наши средние профобразования, они уже еще самостоятельно зарабатывают. Часть они на зарплату, на повышение заработной платы, а часть они на улучшение материально-технической базы. Алло. Добрый день. Добрый день. Владимир, прямая линия, как я понимаю, да? Да, слушаю вас. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна Николаевна Васильева. Очень приятно. Я хотела вот какой вопрос вам задать. Может, вы сразу на него мне не ответите, но вы все равно же будете в газетах печатать ответы. Конечно, слушаю вас. Значит, вот что меня интересует. Вот в последнее время проводящиеся социологические опросы среди населения, среди взрослых, показывают, что в нашей стране половина его не читает ни одной книги в год. Меня интересует, проводились ли какие-либо исследования на эту тему среди детей? И далее, что в те годы меня особенно интересует, сделано для детей местными нашими книгоиздателями. Существует какая-либо программа? И еще, как вы лично считаете, пора ли хранить бумажные книги? Или все-таки они оказывают положительное влияние в воспитании в детях чувства патриотизма, ответственности, ну и других нравственных категорий? Вот такой мой вопрос. Ясно. Ну, на самом деле, по поводу соцопросов я узнаю, но мы все прекрасно знаем, что ситуация складывается так в стране, что на самом деле читает меньше. Но все это связано не с тем, что мы любим и не любим читать. На мой взгляд, все равно появились большое количество альтернативных видов источников информации. Ну, компьютеры и так далее, да, не мне объяснять вам. Но на самом деле чтение, на мой взгляд, в том числе на бумажном носителе, имеет, я считаю, что свою какую-то свои воспитательные моменты. И в этой части вот у нас в этом году впервые, на самом деле очень давно у нас не выделялось средств на книгоиздание в бюджете Республики Бурятия. В этом году вот небольшие, но вот 1,5 миллиона выделены, это очень давно этого не было. И мы все-таки настаивали на том, что мы должны заниматься книгоиздательством и поддержкой книгоиздания, в том числе и нашего республиканского. И поэтому на мой взгляд, это надо поддерживать, и жизнь наших библиотек должна продолжаться, невзирая на то, что есть интернет. Есть интернет, нет интернета, книга она должна быть, на мой взгляд. И информацию по соцопросам я вам доведу дополнительно, если вы позволите. Хорошо? Ну, спасибо большое. Я поддерживаю всецело. А как будут деньги? 1,5 миллиона распределяться? Ну, я не знаю, там Министерство культуры, если сейчас сложно. Ну, там гранты, наверное. Сейчас я... Алло. Здравствуйте, вопрос можно задать, Владимир Эдуардович? Конечно, слушаю вас. Как вас зовут? Меня Будыжапов Саланов зовут. Очень приятно, слушаю. Вот у меня такой вопрос. У нас в ЛНУД будут создаваться когда-нибудь вообще в ближайшее время детские сады с изучением бурятского языка? Не просто так, как бы какой-то курс, чтобы там вообще все дети говорили на бурятском языке, воспитатель, вообще был такой детский сад, где круг общения только на бурятском языке. Иначе вообще изучение в школах бурятского языка, если дети с детства не изучили бурятский язык, очень малоэффективно. Понял. У меня такой вопрос. Понял. Мы сейчас находимся в стадии уже принятия государственной программы по поддержке бурятского языка, в рамках которой будут и предусматривается и обновление методического материала, обучение наших учителей бурятского языка, и в том числе открытие учреждений детских, где бы обучали только, в том числе на бурятском языке. И только на бурятском языке. По аналогии, знаете, как у нас есть же первый лицей, бурятский лицей, где большинство предметов преподается на бурятском языке. По этой же аналогии мы будем делать и школы-интернаты в районах Республики Бурятия. Мы планируем еще порядка 3 сделать. Ну и в том числе, я думаю, что и детские сады здесь не отстанут. Также по этому же примеру мы будем делать. Потому что на сегодняшний момент это востребовано. Хорошо. Будем. Спасибо. Всего доброго, да. До свидания. До свидания.
3 школы-интерната мы планировали, да? Рассматривали, по-моему, 3 школы-интерната. В лицее-то у нас все на бурятском, и, по-моему, не все на бурятском, потому что там большинство, скажем так. Там даже есть дети, ну, больше, скажем так. по-бурятски. Нет, конечно, то есть навряд ли там можно там, всю физику там привести на бурятский, но тот же английский привести на бурятский. Все равно на русском преподается. Кажется, бурятская школа есть Корсакова, настоящая бурятская школа, где Кабанский район. Да? Не слышал, что-то не приводили пример, потому что не услышал. Просто у нас сейчас интернаты, школы-интернаты, это на самом деле на сегодняшний момент это не полномочия Республики Бурятия. У нас есть республиканские школы-интернаты. И на сегодняшний момент было, сначала мы думали их постепенно перевести в обыкновенные школы, но сейчас глава принял решение, что все-таки перевести вот в бурятские. 3 из них, во всяком случае. У нас всего там 7 должно было быть переведено на муниципальный уровень. Сейчас они, видимо, сохранятся. Алло. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте, слушаем вас. А можно вопрос задать? Да, конечно. Как вас? Ученица второй школы беспокоит. Подскажите, со второй школы какая судьба? Говорят, что там деловой центр, слухи ходят, будет строиться на месте второй школы. Нет, но ни в коем случае эти слухи они абсолютно ничем не подтверждены. У нас уже в принципе предусмотрены при поддержке федерального бюджета строительства второй школы, в том числе с пристроем. На самом деле вопрос был очень такой длительный, осложненный тем, что все-таки он еще является памятником истории. И на сегодняшний момент, вот буквально вчера мы по этому поводу уже собирались, совещание проводили. В 2015 году планируется уже его завершение. То есть в сентябре 2015 года, ну, по данным города Улан-Удэ, администрации города Улан-Удэ, 1 сентября 2015 года уже должны дети пойти в эту школу. Хорошо, спасибо большое за ответ. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это прямая линия, да? Да, слушаем вас. Как вас зовут? Любовь Владимировна. Очень приятно. Слушаю, Любовь Владимировна. Вы знаете, у меня к вам не вопрос, скорее пожелание, наверное, будет. Чиновникам и депутатам разного уровня заниматься больше делами, действительно полезными народу. Мне кажется, у нас социальная политика больше направлена на проведение каких-то форумов, фестивалей, конкурсов, которые, вот, я думаю, что не приносят заметной пользы обществу. Я вот как рядовой член общества вот не чувствую. Но вот поговорят несколько человек, десятков, там, сот человек в красивом зале, поездят на Байкал и расстаются. В лучшем случае издаются сборник статей выступавших, и все. А в республике вот безработица все растет, закрывается предприятие. Даже вот в городе очень трудно найти сейчас работу, не говоря про деревню. Тарифы на ЖКХ растут тоже. Пьянство как было, так и остается. И вот по городу идешь, даже стыдно перед иностранцами, на работе на каждом шагу бомжи. В автобус зайдешь, у нас маты от подростков. И поэтому вот хочу сказать, что вот мероприятия все-таки должны быть направлены на действительно улучшение жизни народа, на повышение благосостояния, мне кажется. Понял. Например, вот объявить конкурс, может быть, на как снизить расходы на ЖКХ, или вот как увеличить пособие, размер пособий, детских пособий. Вот сейчас мать до 1,5 лет за уход, ну, по уходу за ребенком получает 3000 около. Ну, это минималка. Да. Ну, это насмешка, если не плевок в лицо ребенка. Ну, а если мать, например, одиночка, вот как она должна растить ребенка на 3000 рублей? Согласен. То есть
Согласен. Увлекаться разрезанием ленточек на разных выставках. Ну, я немножко попытаюсь, конечно, я не оправдываюсь, я согласен в том числе и с вами, с вашим мнением. Просто единственное, проведение российских, да, и международных мероприятий позволяет нам продемонстрировать, какие мы инновации пытаемся у себя внедрить, и, конечно же, это влияет в дальнейшем на отношение федерального руководства к республике для выделения дальнейших бюджетных средств, которые будут использованы здесь же. Но я согласен, что эффективность не всех наших мероприятий позволяет говорить о том, что они нам нужны. То есть буквально нужно, конечно же, очень выборочно относиться. То есть это не самоцель проведения этих мероприятий между собойчик, между представителями одной отрасли. Я абсолютно с вами согласен в этом. Я согласен, не спорю. Да, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Как нам с вашей помощью все-таки повысить ответственность людей за рождение людей? То есть на сегодняшний момент, на самом деле, это же по большому счету это помощь со стороны государства, да, маме в том числе, поддержка. Никто не сказал, что надо существовать на эти деньги. Прежде чем завести ребенка, это же ответственнейший шаг в жизни, да, человека. А не так, что пошел случайно это так произошло, и теперь мы мучаемся, да, с этим делом. То есть все должны ответственно относиться, в том числе и к рождению ребенка. Как так? Ничего нет, да, условия не позволяют, папы нету, мамы нету, папы нету, то есть получается. Но это же ответственность тоже в выборе, в том числе и свою вторую половину. Так нельзя относиться. Это надо на самом деле показывать. Я Министерство образования тоже пытаюсь пинать в этом отношении. Нужно ребятам показывать в этих старшеклассникам и в институтах, в училищах, объяснять, что ребенок это ответственнейший момент. И государство вам не покроет, абсолютно не покроет вам все расходы на его содержание. Но и нет такой задачи. Да. То есть это задача самого человека обеспечивать собственную семью на самом деле. Это уж совсем вынужденно. На мой взгляд, да, не знаю, может конечно, используйте, но нежелательно, тем не менее. Государство должно отвечать за инвалидов, да, детей-сирот и пожилых людей, да, а тут в силу тех основных обстоятельств, которые лишены родственников. Это основная категория. Потому что от них не зависело это их состояние, да, в котором они сейчас находятся. По большому счету, все остальные должны самостоятельно определять свой жизненный путь и отвечать за своих близких, родных. Да. Конечно, отвечать за всех – это отвечать не за кого. Ответить за себя, за своего близкого. Это ответственность, да. Это большая ответственность. По-моему, у нас почти каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье, кажется. Да, это становится нормой, к сожалению, да. Но это опять же все из-за алкоголизм, наркомания и играет свои преступления. И средства массовой информации, потому что везде у нас или мы снимаем фильмы про войну, да, которая прошла уже, при всем уважении, естественно, вопрос, это нужно поддерживать, нужно это передавать будущим поколениям. Но нельзя все равно все на это делать. Нужно героев этого времени, современности надо показывать. При том, что это полные семьи, да, что это счастливая семья, она может, пускай интернациональные взаимоотношения с друзьями должны быть. Да, у нас или про войну, или криминал, да? Кто у нас герой нашего времени, кто по-вашему? Но я считаю, что можно сделать героя нашего времени, это любой врач. К сожалению, те же западный кинематограф, да? Почему их может быть героем их блокбастера, быть обыкновенный врач, обыкновенный спасатель, да, как у нас МЧС, обыкновенный педагог, да? То есть почему у них есть уже, и Оскаров они получают эти фильмы. Обыкновенные рядовые люди. Не обязательно они должны быть героями, спасающими вселенную. А у нас же нет таких фильмов про обыкновенных людей, которые все свои ежедневные работы
помогает людям. У нас нет такого. У нас или про войну обязательно, или криминал. Нет, у нас на самом деле в советское время были такие фильмы. Нет, конечно. И сегодня, и тогда они не пользовались большим спросом. Но Тем более сегодня. Сейчас на телеканале «Мир Бурятии» же крутит фильм Бараса Халзанова, который повествует о том, что обыкновенная советская семья или обыкновенный советский служащий, каким образом, очень правильный фильм с точки зрения той эпохи, да. Но сегодня они не пользуются популярностью, они уже смотрятся как-то несовременно. Не, ну мы же на Западе видим там фильмы там про какой-нибудь там Доктор Хаус, не знаю, да, ну я утрирую, бюджетные, это здесь без государства нельзя, там, про спасателей, да, про обыкновенных солдатов, которые спасают, да, американцы там всю дорогу, там, и Райна и так далее. То есть они рядовые, это не генералы, это не какие-то там, это просто про одного человека. Почему нельзя сделать? Средства массовой информации, они же за все берут деньги. Это мы, наверное, единственное. Вот это и политика государства. Мы же, есть вот министерство, у нас нет, понятно, денег, да, Министерство культуры, есть специальный фонд для поддержки кинематографа. У него всю дорогу. Или это война должна быть обязательно на войну? Потому что это беспроигрышный вариант войны. Да мы понимаем, что это беспроигрышный вариант. Нужно это делать, да. Но не так, чтобы все деньги туда вбухивать. Ну, нужно реально на современную жизнь тоже отдавать деньги. На любовь, на обыкновенные отношения там. Ну, почему нельзя это делать? У нас не стало, на самом деле, таких эпохальных фильмов, там, не знаю, там, производство, там, не знаю, как... Я хочу сказать, что тратить Москва слеза не верит, типа такого, там нет же у нас таких фильмов, да? На какой-то другой пиар тратить деньги, а вот на показать рабочего или крестьянина надо. Ну что, в популярной форме это показать. Не так, что мы же не говорим документальный фильм снять, там, день из жизни, там, того-то, того-то. У нас подача немножко не та. Наши газеты еще сохраняют вот тот советский, еще, можно сказать, мы бесплатно пишем о людях, труда, о лучших людях, о ветеранах. Ну это правильно, то правильно. Не как другие издания, они же требуют за это деньги. Владимир Ильич, вопрос такой. Вы же читаете журнал «Байкалы»? Честно говоря, не выписываю. Врать не буду. Так успеваю. Газеты читаю все, абсолютно. Вот и да, журнал. А дайте мне журнал «Байкал», хоть на самом деле почитаю с удовольствием. Любой номер. Алло. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Многие недовольны малым размером для детей войны пособий. Да. Как вас зовут? А? Как вас зовут? Ну вот, очень маленькая, 300 рублей для детей войны, это как добавка. Угу, ясно. Я понял. На самом деле, вот я уже только буквально перед вами тоже звонили. На самом деле вопрос актуальный, я поддерживаю это. А вот законопроект о детях войны, несмотря на то, что он еще до сих пор на федеральном уровне его нету, у нас в Республике Бурятия, тем не менее, он в одном из первых регионов был принят. Но это только начало, я думаю. Конечно, будем продолжать и увеличивать по возможности, учитывая бюджет Республики Бурятия. То есть у нас нет противников увеличения. А потом еще интересует те, которые ветераны войны, инвалиды, они не получат, да? Ну, на данном этапе пока нет, да. Потому что мы должны охватить тех людей, которые не получают. 300 рублей уж можно было додать, и так мало. Угу. Пенсии не хватает. Все дорожает, и коммунальные услуги дорожают. И почему это так? Прибавили бы 300 рублей хоть на молоко. Угу. Спасибо. Будем рассматривать. Спасибо. До свидания. О, спасибо. У нас как финансируете на этот год до конца года? Предусмотрено? Очень сложное положение, кажется, у нас. Да? Валерий Викторович говорил о пристановлении даже выпуска Байкал, потому что денег нет. Народ разрешился. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А будьте любезны, я бы хотела, как это выяснить, немножко
Такой вопрос. Я работала со дня образования организации, так, и проработала до пенсии, до 57 лет, так. В общем-то, решением, как говорится, руководителя, я не знаю кого, но, в общем, я не получила ветерана труда, хотя никаких замечаний у меня ничего не было. А скажите, сейчас можно какой-то восстановить или нет это? Ну, здесь необходима, конечно же, инициатива работодателя. Работодатель. Да. Угу. Но сейчас уже работодатель не является работодателем. То есть его нету этой организации, да? Сама уже ушла на пенсию. Ну, давайте в любом случае попытаемся. Позвоните нам по телефону 21 33 47, это моя приемная. То есть представьте мне информацию, подробную, где вы работали, какие имели до этого награды. И мы с Министерством социальной защиты попытаемся чем-нибудь вам помочь. Хорошо? Для того, чтобы, собственно, получить ветерана, нужно было по тем временам, это когда 15 лет тому назад уже получается. Ну давайте. У меня просто была одна грамота этого, как нашего, мэрии города и все. Ну, тоже хорошо. Как вас зовут? Виктория Викторовна. Виктория Викторовна, позвоните, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Всего доброго. До свидания. Владимир Ритардович, вы были председателем комитета по 125-летию ЛГБТ Жиренчку в прошлом году. Юбилей прошел, а вот у нас улица хотя бы будет названа в Ланды, не говоря памятника или площади названия. Не знаю. Но в рамках моего оргкомитета не рассматривали этот вопрос. Надо, потому что... С такой инициативой выйти. Нет, давайте. В центре, конечно, это не получится, там, может, какие-то в новых новостройках. Давайте, можно написать письмо на администрацию города Улан-Удэ с таким ходатайством, пускай они нам ответят. Надо было тогда, конечно, было хорошо ложка к обеду, но ладно. А у нас путаница не получится, есть улица Базар. Ренчино есть, да, по-моему? Есть, а что втором? Герой Советского Союза, другой. Да, я знаю. Там Базар Ренчино. А было бы тоже Ренчино. Да. При уважении к тому и к другому, конечно, получается, мы не можем, там, по 3 улицы Ренчино будет у нас, там 3 улицы. Но это пускай город нам ответит. А вдруг можно, почему бы нет? В пригороде, в Иволге, рядышком, там недалеко. А у них в районе есть такая улица, нет? Они в прошлом году назвали улицу его именем. Если же? Не улица, школа назвали. А вот школа, я помню, что ходили со школы. То есть такие основатели республики, нашей республики, наряду с Ербановым. Школу, я помню, что называли Амалию. Сахьянова, все же улицы есть. А вот имени ЛГБТ Жиренчука ничего нет в столице. Спрашивали про книги у вас. Какие книги сейчас читаете? Что читаете? Я читаю, как называется-то? И что-то на меня напало про Чингисхана, все начал читать, все опять по новой, все жестокие вены прочитал, все эти, про неподручного Чингисхана. Вылетел из головы. Не, про это. Посыльный-то как его? Не Джамуха был какой-то? Нет, Джамуха не. Гонец? Да, вот, который был гонцом-то Чингисхан. Да. Название-то как в книге? Гонец Чингисхана? Смысл, да, тот, я название книги что-то не помню. Кто автор? Бараев, по-моему, да. Буквально, я так периодически, конечно, не могу сказать, что я ее читаю, я так заглядываю к нее периодически, эпизодически. Говорят, о здравоохранении человеку простому очень трудно попасть в больницу. Вообще не принимают. Говорят. А давайте просто по каждому случаю надо индивидуально подходить.
индивидуально каждому по каждому случаю, потому что, ну, что значит не попал, да, там, отказал, кто отказал, когда приехал, может, ну, на самом деле не туда приехал, может, не, потому что там приехал БСМП, а у нас, допустим, там, сосудистые все эти хирургии, там, те же распределились, у нас БСМП есть в республиканской больнице, и там не дублируются виды помощи. То есть, если отказали и не перенаправили, это одно, если отказали, а там эта услуга была, это другой разговор. Да. А если там здесь услуги нету, ему отказали, но никуда не направили, это третий разговор, почему это сделали. Да. Ну, если он ссылается на то, что не хотят платить деньги за больницу, за больного, она же должна оплачивать. Ну, это, ну, я понял, о чем вы говорите. Ну, это надо, давайте, можно разобрать. Ну, так, ну, тоже проблемы говорят, вот в очереди у нас постоянно в эти информаты стоят в поликлиниках, невозможно записаться, да. Ну давайте, когда, почему, когда вы обращались, там, если бы еще хорошо было бы, если бы еще там какие-нибудь скриншоты. Вот я вот всегда вот говорю нашим пациентам, может есть сотовые телефоны, да, есть там фотоаппарат, там есть диктофоны, ну сделайте запись, ну если тем более к вам там хамски с вами поступает, ну здесь нет проблем, ну включил диктофон, ну и пиши, стой там, пускай тебя хамят, да, в лесу. А то получается, там, во-первых, там через полгода приходят, да, потом сказать, а как вот докажешь, что нахамили ему или там что-то, каким-то поступок в отношении него сделали. Ну, запишите, что, какие проблемы-то записать, сейчас вообще нет проблем. Чтобы хоть как-то доказать действие того или там доктора, врача, там, ну вообще не важно, там, чиновника. Записывайте. Пускай все ходят под страхом, что их записывают. Пусть все ходят под страхом. Ну что, в следующий раз будут знать, что там болтать или там, какие действия предпринимать. Пускай все будут. Вот хорошо, водители сейчас начали до видеорегистратора. Все равно это ограничит, это сдерживает тебя. Там, тем более, если ты там чиновник, да, если твои номера известны. Я водителю всегда говорю, не вздумай, что не нарушишь, потому что это нарушить, их могут там десятки нарушать, ехать, да, им хоть бы хны будет. А если увидеть с нашими номерами, мы все, мы там не оберемся проблем после этого. Пускай все боятся. А? Время. Ну хорошо. Все, спасибо.